Жителям напомнили, что выбрасывать мусор, где вздумается, нельзя. Равно как и сжигать в печах пластик, полиэтилен. Закапывать все это в землю. За это предусмотрены административные штрафы. Депутат поселка в городском совете рассказала о том, как организовали работу по вывозу мусора, например, в Поляне. По каждой улице, а если это малонаселенная улица, то есть 2 улицы, то есть выбрали инициативных людей, как о чем говорил, что инициативная группа, да, это, как мы их назвали, ответственные. Вот. У них ведомость, то есть, сами сделали, допустим, там поулично расписали. Вот. Вы сдаете деньги, вы расписываетесь. То есть это люди, ответственные. Это работает по сей день. Вот, мы организовали, это было организовано в 2014 году, в январе месяце. Жителям Малой Перы предложили обсудить несколько вариантов по организации вывоза мусора и выбрать наиболее подходящий для их поселка. И остановились на машине, собирающей мусор по поселку в определенное время. Мы пришли к выводу, что начнем и попробуем с жителями проработать вопрос о том, что к ним будет приезжать машина. Начнем с периодичности 1 раз в месяц, проезжать по 15 так называемым точкам на определенных улицах. Жители будут выходить, выкидывать свои пакеты. Ориентировочная стоимость где-то 50 рублей с человека. Мы попробуем организовать 2-3 вывоза мусора автомобилем. Попробуем поискать конкурентные предприятия на этом рынке услуг. Может быть, кто-то это сможет предоставлять дешевле. По вопросам оплаты услуги решили перенять опыт Устюгты. Выбрали инициативную группу, члены которой будут заниматься сбором средств с жителей, каждый на своем участке. От нас много тоже зависит, но мы, конечно, будем стараться, чтобы нам помогали вывозить мусор. Машину вызвали, заплатили, погрузили в этом, например, время. Вот, и все. Все ли будут платить, как вы думаете? Мне кажется, все. Все. Потому что в поселке-то осталось 3 человека, как говорится. Все будут платить. Каким будет результат, можно будет судить через несколько месяцев. Главное, дело сдвинулось с мертвой точки. И жители поняли, что наладить жизнь в поселке без их активности только с помощью административного ресурса практически невозможно. Елена Двожик, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск, специально для телеканала «Юрган».